Так, ассалам алейкум, Маквайт, добрый день, дорогие друзья. Меня уже порядком замучил один вопрос, почему я снимаю свои видео и прямые эфиры в машине. Там задается он именно в том ракурсе, кого я хочу этим там, удивить дорогой машиной, и зачем эти понты там и все такое прочее. Слишком много этот вопрос мне задавали, поэтому я, наверное, на него отвечу. Вот сейчас, наверное, вам плохо слышно, потому что нет микрофона. Вот она, моя машина. Да, спрашивали еще какие номера. Сейчас все вам покажу, пожалуйста. Вот она, моя машина. Вот мои номера. Вот такие вот дела. Сейчас я сяду в машину, и слышимость будет совсем другая. Вот я сел в машину. Слышимость совсем другая, как вы поняли. Акустика здесь хорошая. Не нужно одевать микрофон. Не нужно, скажем так, где-то мучиться, специально что-то выстраивать. Тем более я не такой блогер, у которого есть специальные как их, студии, которые записывают. У меня немножко другое направление. Со временем, может быть, будет у меня своя студия, я буду делать другие видео, а пока я снимаю больше информационные вещи, именно связанные с республикой нашей, именно связанные с чеченцами. Вот такая ситуация. Nissan Pathfinder 2008 года выпуска. Уже 11 лет этой машине. Проехала она, сейчас не помню, где-то около 150 или 160, может больше. Не смотрел давно уже. Вот. Стоит примерно как средняя Lada Largus, грубо говоря. Не самая дорогая Lada Largus и не самая дешевая. Да. Валикум ассалам. Да. Все понял. А, понял. Понял. Хорошо. Dikto Andy, Deires, so прямой эфире, а вот так, давай, все, катаемся, Deires, давай так, давай. Так, купил именно эту машину, потому что, во-первых, честно говоря, мне вот джип и именно такое нравится. Покупать дороже пока нет возможности, да, мол, а в будущем такая возможность будет. Вот только что мне позвонил человек один, товарищ, Дейлрис Уилсон. Со вчерашнего дня у нас шли разговоры. Помните, у меня предпоследнее видео было, там слабонервную не смотреть, там человек держал на палке змею очень большую, убитую. В общем, змея, это, говорят, была около 1,5 метра. Явно, что это был желтобрюхий полос. Фото, говорит, получилось именно таким, потому что сняли с того ракурса. В общем, это не 4-метровая змея. Змея была 1,5 метра примерно. И это снято, говорят, в Сунжинском районе. Вот такая дела. 150 тысяч надо менять на новые. Я ее даже в кредит купил, мне за нее еще 4 года кредит уплачивают люди. Надо бы менять. Давай, Адык, давай это будет.